Шановные коллеги, дорогие гости, сябры, мы рады анонсаваць один из вельмі важных моментаў у часе правядзення міжнароднага выставачнага праекта, які праходзіць у Нацыянальнай бібліятэцы пад назвай «Беларусі Біблія». Як вы ведаеце ўсе, гэта не толькі выстава, але гэта і цэлы шэраг асветных, навуковых, забаўляльных нават і іншых мерапрыемстваў, нейкім чынам звязаных у кантэксце пашырэння ведаў пра Біблію як крыніцу і духоўнасці, і твор пісьменства, і кнігадрукавання, і помнік сусветнай інтэлектуальнай, філасофскай традыцыі, помнік, які звязвае ўсё чалавецтва у той ці іншай меры, і помнік знакавы, канешне, для нашай культуры. Сёння мы б хацелі правесці супольна з нашымі калегамі адпаведнае пасяджэнне пад назваю «Сучасныя біблейскія даследаванні». Гэта пасяджэнне, як мяркуецца, павінна прайсці ў форме круглага стала, і гэта аўдыторыя як найзручней падыходзіць да такой сустрэчы. Ініцыятарамі гэтага пасяджэння выступілі нашы сябры з Міжнароднага грамадскага аб'яднання «Хрысціянскі адукацыйны цэнтр імя святых Мефодія і Кірыла», кафедра бібліістыкі хрысціянскага веравучэння Інстытута тэалогіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта і кафедра бібліістыкі Мінскай духоўнай акадэміі імя свяціцеля Кірыла Тураўскага. Таксама, натуральна ж, для Нацыянальнай бібліятэкі гэта ініцыятыва была блізкай, таму бібліятэка выступіла ў ролі суарганізатара разам з нашымі калегамі з групы даследавання рукапісаў, з которымі мы робім міжнародную выставу літаральна ў некалькіх метрах ад гэтай аўдыторыі. У ходзе круглага стала, як мяркуецца, будуць абмеркаваныя пытанні, звязаныя з сапраўды сучаснымі пытаннямі бібліістыкі, даследаваннямі бібліістыкі ў Рэспубліцы Беларусь, якія адбываюцца ў межах дзейнасці навуковых і, найперш, навучальных устаноў нашай краіны. Мы прапаноўвалі зладзіць гэтую сустрэчу ў форме абмена меркаваннямі і, з іншага боку, абмеркавання якраз канкрэтных прапаноў па магчымай супрацы. І для таго, каб распачаць працу, дазвольце прадставіць слова святару Беларускай праваслаўнай царквы айцу Святаславу Рагальскаму, кандыдату багаслоўя, дацэнту кафедры бібліістыкі і хрысціянскай навукі веры Інстытута тэалогіі Беларускага дзяржаўнага універсітэта і старшыні хрысціянскага адукацыйнага цэнтра імя святых Мефодия и Кирилла. Большое спасибо, уважаемые участники круглого стола, уважаемый Роман Степанович, дорогие наши преподаватели, студенты, учащиеся. Когда появилась идея проведения вот этого круглого стола, конечно же, она была вдохновлена той выставкой, которая в эти дни проходит в Национальной библиотеке. «Беларусь и Библия» – тема, которая сразу же приковала к себе внимание огромного количества людей в нашей стране. И это происходит потому, что, на мой взгляд, сделано колоссальное дело. В принципе, даже сложно себе представить, что это было бы возможным, когда в Минск привезены редчайшие рукописи, манускрипты, которые донесли до нас текст Священного Писания. Когда мы говорим об этом так вот абстрактно, да, есть рукописи, они сохранились, это одно. Но когда мы можем прийти и увидеть их вот перед глазами, увидеть, что никакие препятствия и время не оказало власти над этими рукописями, и они донесли до нас через тысячелетия Слово Божие, это действительно является чудом. К этому чуду мы с вами все можем прикоснуться, действительно посетив музей книги, где эти рукописи представлены. И, конечно, мы не могли не откликнуться, не могли не взять вот эту инициативу проведения круглого стола, потому что вот уже перечисленные кафедры и Института теологии, и Минской духовной академии, которые занимаются исследованием Священного Писания,
для нас, конечно, это огромный подарок со стороны Национальной библиотеки. Это выставка. Вы знаете, часто приходится слышать иногда, когда говоришь о современных библейских исследованиях, особенно в нашей стране, задается такой вопрос: а они вообще есть или их вообще нет? Действительно, в какой-то степени этот вопрос обоснованный, потому что если мы с вами обратимся на Запад, если мы с вами посмотрим, как исследовалось Священное Писание в университетах Европы и Америки, мы увидим, что богословские факультеты, которые существуют в каждом европейском вузе, они занимались очень тщательным исследованием текста Священного Писания. И исследование это подарило огромные результаты, особенно, я бы хотел сказать, в 20 веке. То есть вот такое детальное, глубинное исследование Священного Писания на университетском уровне, конечно же, оно было и в средние века, но особенно оно активизировалось на Западе с середины XIX века. Я говорю в первую очередь о богословских факультетах Германии. И это позволило очень серьезно изучить текст Священного Писания. Многие исследователи говорят о том, что если бы какой-то другой текст античности, и, наверное, уважаемые коллеги не дадут мне соврать, подвергался бы такому тщательному исследованию, такой препарации, как текст Священного Писания Ветхого и Нового Завета, то, наверное, бы сквозь призму критического исследования вряд ли какой-нибудь текст бы уцелел и сохранился в том виде, в котором он был изначально сделан. Священное Писание это испытание достойно прошло. И многие исследования показывают удивительную чистоту текста, который был пронесен через столетия и века. И необходимо сказать, что действительно в середине XIX века этим занялись очень серьезно, и библейская школа исследования достигла небывалых высот. XX век принес большое количество археологических находок, которые, как оказалось, только лишь подтвердили то, что было сохранено в церковной традиции и то, что было передано в библейской науке прошлого. И когда мы говорим об отечественной библейской науке, занимаясь этим вопросом, мы не можем не отметить тот факт, что уже к началу XX века наши отечественные библейские исследователи в духовных академиях уже приблизились к тому уровню, когда они могли вести очень серьезный профессиональный диалог со своими западными коллегами. К примеру, известен диалог между нашим отечественным исследователем Николаем Никоноровичем Глубоковским и знаменитым немецким исследователем Адольфом фон Гарнаком. И Адольф фон Гарнак, это светило в немецкой библеистике, как-то говорил даже, на уровне легенды сохранилось такое повествование о том, что он хотел выучить русский язык, чтобы познакомиться с исследованиями Глубоковского в оригинале. И это говорит нам о том, что к началу XX века уже наша отечественная библеистика могла не только воспринимать исследования, сделанные на Западе, но критически их осмысливать и вести адекватный, профессиональный научный диалог. И вы знаете, наверное, такая ситуация бы развивалась, если бы не трагические события начала XX века, если бы не революция 17 года, не ликвидация богословского образования на территории России и соседних стран, которая, к сожалению, остановила процесс исследования Священного Писания на академическом уровне. И когда мы говорим о библейских исследованиях, мы видим, что, с одной стороны, в 20 веке был серьезный очень на Западе подход к исследованию Священного Писания. У нас, к сожалению, он был несколько приостановлен. И поэтому тот период возрождения библейской науки, который начался с 90-х годов, он сейчас позволяет нам также осмыслить и также воспринять те исследования, которые были сделаны, адаптировать их и уже таким образом представить в нашей традиции христианской церкви. И я очень рад, что наша работа, она движется. Я очень рад тому, что существуют контакты на сегодняшний день
в частности, с Обществом исследователей Нового Завета, которое в 2010 году провело в Минске беспрецедентный симпозиум по Священному Писанию Нового Завета. Мы еще о нем сегодня обязательно скажем. И я очень рад, что такие мероприятия, как выставка, которая показывает нам древнейшие рукописи Священного Писания, проходят. И это все еще и еще раз акцентирует наше внимание на важности Слова Божьего и на том, что действительно оно вечно. Оно создано было церковью для человека, и оно продолжает человека просвещать. И мне очень радостно, что сегодняшний наш круглый стол проходит в Национальной библиотеке с участием уважаемых наших участников, ученых, исследователей. Вот. Я хочу пожелать всем творческой работы, и чтобы каждый из нас из этого круглого стола вынес для себя важное и полезное. Дякую вялікі, отець Святослав. Па шчырасці, нам было за вялікі гонар прыняць прапанову правядзення гэтага круглага стола, і мы на пачатку некалькі турбаваліся, ці ў стане Нацыянальная бібліятэка быць тут суарганізатарам такой сустрэчы. На адпаведным навуковым узроўні, ці атрымаецца ў нас гэта мерапрыемства правесці, і толькі пасля таго, як заручыліся падтрымкаю цэлага шэрагу іншых інстытуцый, мы пагадзіліся на магчымасць самога правядзення этой сустрэчы. Сярод тых інстытуцый, мусіць, самае высокае месца заняла Мінская духоўная акадэмія, чый аўтарытэт абсалютна сёння высокі і бесспрэчны. У сувязі з гэтым хацелася б прадставіць слова архімандрыту Сергію Акімову, кіраўніку, рэктару Мінскай духоўнай акадэміі і доктару багаслоўя, вядомаму ў Беларусі і ў свеце, якраз біблеісту, даследчыку. Калі дазволіце, отец. Спасибо. Дорогие друзья, я бы немножко хотел рассказать о том, что делается в нашей Белорусской Православной Церкви, может быть, даже чуть-чуть шире, в Русской Православной Церкви. Отец Святослав упоминал о 20 веке, да, о трагических событиях, о определенных достижениях, которые были в русскоязычной библеистике. Но нужно понимать, что если так это все переносить на территорию нашей республики, Республики Беларусь, то здесь у нас не было ни одного высшего богословского учебного заведения, православного. Да. То есть здесь не было ученых, которые бы вот именно здесь работали, именно здесь что-то в рамках каких-то институций, да, издавали. И только лишь с конца 80-х годов у нас появились богословские учебные заведения, духовные учебные заведения. В 1989 году Минская духовная семинария, в 1996 году открыта была наша Минская духовная академия, Институт теологии Белгосуниверситета, который сначала был в виде факультета теологии Европейского гуманитарного университета. То есть высшее учебное заведение, где преподавалось Священное Писание, изучалось Священное Писание, писались студенческие работы, писались кандидатские диссертации, если говорить про Минскую духовную академию. То есть для нас на самом деле это дело последних десятилетий. Да, то есть мы практически, даже и в 20 веке, можно сказать, начали с нуля здесь, вот на территории нашей республики. Это тоже нужно иметь в виду и помнить, потому что, конечно, были центры, была Москва, был Петербург, был Киев, да, но здесь у нас ничего этого не было. А сейчас есть. И что у нас есть? Да? У нас есть кафедры библеистики. Они есть и в семинарии духовной, и в духовной академии, в Институте теологии Белорусского государственного университета тоже есть кафедра библеистики. У нас проходят конференции. Кирилл Мефодиевские чтения, которые проводит Международное общественное объединение «Христианский образовательный центр», там последние годы обязательно всегда присутствует отдельная секция, посвященная библейским исследованиям. Мы начали проводить ежегодную академическую нашу конференцию в ноябре месяце, если я не ошибаюсь, 15 числа ноября у нас будет очередная эта конференция, тоже там будет секция по библеистике. Я уже в этом году, наверное, 8-й год
вот, организовал конференцию, которая будет уже 8-й раз проходить здесь у нас в Минске, «Иеронимовские чтения». Вот, она проходит и под эгидой Института теологии всегда проходила, да, и под эгидой Минской духовной академии. Кроме того, я еще подключил в прошлом году здесь и общецерковную аспирантуру и докторантуру в городе Москва, а так уж получилось, что кроме того, что я здесь ректор и завкафедры библеистики в Духовной академии, я еще руковожу кафедрой библеистики в общецерковной аспирантуре и докторантуре в Москве. Вот, то есть у нас там аспиранты, докторанты. Вот, и завтра я как раз поеду новый набор докторантов, которые тоже будут и по кафедре библеистики идти. Так что жизнь идет, есть люди, есть интерес. Самое главное, у нас есть студенты, которые тоже с интересом, которые могут потом прорастать вверх в церковную науку, развивать нашу библеистику. Вот. Хочу рассказать вот об одном из таких проектов, который возник в 2011 году. Вот, возникла идея создания такого журнала по библеистике, чисто научного журнала, непопулярного характера. Вот, думали, как назвать, но вот пришла мысль назвать его «Скрижали». Да, журнал «Скрижали». С 2011 года вот мы его издаем, уже пошел 8-й год, 2 номера в год у нас выходит стабильно. Да, это единственное на сегодняшний день пока, я надеюсь пока, что будут и другие, единственное на сегодняшний день в Русской Православной Церкви такое продолжающееся издание научного характера именно по библеистике. Вот. Других нет. Были попытки создания, но как-то они развития своего не получили. Сейчас вот в Московской Духовной Академии я был на прошлой неделе тоже на конференции, там была большая библейская конференция, которая всероссийская была, да, собрала со всей России, ну, имеется в виду православной России, да, исследователей, и там нам дарили подборку изданий трудов кафедры библеистики, но они пока еще не имеют такого регулярного характера, а выходят от случая к случаю. Вот здесь у нас со «Скрижалями» как-то удалось, сложно, конечно, было выдержать объем, ну и регулярность. Я взял такой небольшой объем, 150 страниц в среднем, и 2 раза в год, даже сам удивляюсь, как получается собирать статьи неплохого уровня, но вот журнал существует. Ну, «Скрижали» было 2, поэтому и 2 таких серии издается. Они не параллельные, а по мере того, как собирается материал. В основном, как это ни странно, чаще всего издается серия, вот эта синенькая, по ветхозаветным исследованиям. Это оказалось удивительным для меня, при том, что всегда особый интерес к Новому Завету и в наших духовных учебных заведениях, и какие-то и дипломы пишутся, и курсовые работы, но исследователей новозаветных практически вот у нас это какие-то единицы. Вот отец Святослав Рогальский этой тематикой занимается, один из немногих, да, и у нас вот даже в академии на сегодняшний день проблема, потому что не хватает специалистов по Новому Завету. И у нас только из 15 выпусков 3 вот, зеленого цвета, такого, то есть новозаветные выпуски. С самого начала была взята такая концепция развития журнала, которая не ограничивала авторов по конфессиональному признаку. Да, мы выступили так открыто и сформировали такой наш почетную редколлегию. На сегодняшний день туда входит, например, вот Арсений Соколов, игумен, такой известный русскоязычный исследователь, который в настоящее время пребывает в Дамаске, в Сирии. Вот мы вместе на кафедре работаем в Москве. Он несколько книг своих издал, тоже последние годы по Иисусу Навину, по книге толкование на книгу пророка Амоса, а сейчас он работает над толкованием книги пророка Осии. И вот по мере того, как появляются у него новые наработки, можно их видеть здесь в этом журнале тоже.
Отец Владимир Башкиров, наш профессор Минской духовной академии, протоиерей Алексей Васин, тоже такая фигура у нас известная. Он сейчас клирик Всехсвятского прихода. Вот, там ведет большой кружок по библеистике, неожиданно много желающих там оказалось, человек 50 как минимум, наверное, посещают регулярно его занятия. Вот он в свое время учился, где он только не учился, и в Польше, и в Германии еврейский язык изучал, и в Италии учился, и в Париже докторат начинал делать, но потом из-за болезни оставил, и здесь уже в Минске в академии защищал диссертацию по словам из чрева прежде денницы родихтя. Да, так была большая, огромная диссертация о проблемах прочтения, толкования вот этого места. Герхард Майер, почетный член нашей, почетный доктор нашей Минской духовной академии, известный специалист, доктор теологии из Тюбингена, из Германии, сейчас на пенсии. Ну вот, у нас раньше были такие с ним стабильные контакты. Михаил Георгиевич Селезнев, это главный редактор ветхозаветной части перевода библейского общества, вот, филолог, переводчик, библеист из Москвы. Галина Вениаминовна Синила, тоже наш постоянный автор. Вот вчера она мне прислала как раз очередной номер, очередную свою статью. Тоже мы взаимодействуем очень тесно. Виктор Анатольевич Федосик, завкафедра истории древнего мира средних веков, и Филипп кардинал Барбарен, архиепископ Лионский, который посещал в свое время тоже нашу Минскую духовную академию. Вот, тоже у нас определенные контакты имеются, и в составе нашей такой почетной редколлегии он присутствует. То есть состав редколлегии говорит о таком широком охвате, межконфессиональном характере. Вот. Журнал этот он зарегистрировал в системе РИНС, да, он есть в интернете, есть он и на сайте, специально был сразу создан сайт luchot.ru через H, где есть все статьи, все номера, и кроме того, я еще там регулярно размещаю новости, посвященные последним библейским каким-то событиям в русскоязычном мире и открытиям археологическим, как отслеживаем какие-то новости, связанные с библейской археологией, постоянно что-то происходит интересное, вот, и стараемся пополнять тоже такими новостями этот сайт. Ну и авторы у нас вот, самые тоже с самых разных краев и стран. Вот последний номер был 15-е новозаветное исследование, Томас Шумахер. Он руководитель департамента библейского в Швейцарии, во Фрибургском университете. Я как-то посещал этот университет, общались мы, и он тоже проявил интерес, обещал присылать статьи. Вот одна из его статей была опубликована в переводе на русский язык. Федор Литвинов, тоже для тех, кто занимается библеистикой, и такое известное сейчас, наверное, лицо. Вот он закончил Папский библейский институт в Риме, Библикум, и сейчас в Мюнхене делает докторат. Вот он тоже присылает свои статьи, здесь вот он на английском языке захотел напечататься, вот мы опубликовали на английском. Да, отец Арсений Соколов, вот, о котором я уже говорил, Александр Тарасенко, такой тоже библеист, хорошего достаточно уровня. Вот первая была его публикация в этом году. Он сам в Чехии проживает, в Карловых Варах, да, и здесь одну из рецензий своих на книгу Роберта Эзимана «Яков, брата Иисуса и свитки Мертвого моря». Такая обстоятельная, серьезная научная рецензия опубликована. Ну и, в общем, другие авторы тоже здесь есть, православные, которые учатся и в общецерковной аспирантуре, докторантуре в Москве. У нас авторы из Москвы, из Петербурга, в общем, ну, с разных мест. Так вот журнал получил определенную известность в определенных кругах, да, тех, кто интересуется библеистикой, и мы, ну, слава Богу, вот держим этот ритм, 2 номера в год у нас выходят. Хотелось бы, конечно, 4, но боюсь, что с нашими силами сегодняшними это едва ли возможно. Вот, тоже мы делаем такое приложение ежегодное, ну, это сборник студенческих
работ, такое скромненькое, может быть, но тем не менее лабораториум библикум назвали в нашей духовной академии, иногда института теологии студентов. Здесь публикуем их небольшие такие пробы пера. Вот. Ну и хочу тоже обратить внимание на свои последние издания, которые вышли в Москве. Вот в этом году, в начале года, издательский дом Познания в Москве таким большим тиражом для нашего времени, 2000 экземпляров, нашли деньги, опубликовали мою докторскую диссертацию, это материал, связанный с моей докторской диссертацией, библейская книга Экклезиаста и литературные памятники Древнего Египта. Вот, Экклезиаст и Египет, Библия и Египет, да, казалось бы, что там общего, но оказывается очень много общего. Вот, 20 век он дал огромный материал, ну, сбор которого начался еще в 19 веке с открытием цивилизаций древних, восточных, египетской, месопотамской, вот, шумерской. Да. И оказалось, что те тексты, которые были расшифрованы, да, опознаны, распознаны, да, они содержат очень много параллелей к Священному Писанию. Особенно это то, что касается литературы мудрости. Да. Вот в 20 веке стало ясно, что существовала целая такая школа мудрости, литература мудрости, отдельное такое направление, которое объединяло, ну, наверное, все страны Древнего Ближнего Востока. Вот, литература такого учительного, дидактического характера, литература, авторы которой задавали порой очень неудобные вопросы, на которые сложно найти ответы. Вот. В Библии, конечно, самые яркие, ну, два памятника, два текста, две книги есть, которые связаны с таким критическим направлением литературы мудрости. Да, это книга Иова и книга Экклезиаста. Да. Ну и книга Экклезиаста самая, наверное, проблемная, самая сложная, самая непонятная, самая неудобная. И думали даже евреи сами, стоит ли ее считать священной или не стоит ее священной считать. Книга маленькая, 222 стиха, 12 глав, и поднимаются самые острые вопросы, которые касаются, ну, любого человека, да, вне зависимости от его возраста, положения общественного, религиозного, каких-то религиозных предпочтений. Да, это вопросы касаются всякого, каждого, любого человека. Вопросы жизни и смерти, да, смысла жизни, зачем жить, зачем трудиться, зачем напрягаться, что-то собирать, если все у тебя это отнимает смерть. Зачем жить праведно, если опыт житейский показывает, что грешники наслаждаются жизнью, а праведники от своей праведности страдают. Да, чего автор даже в эмоциональном порыве говорит: не будь слишком мудрым, не будь слишком праведным, зачем тебе умирать не в свое время. Вот. И книга эта, она, ну, ставила много вопросов. Вот. И, конечно, ее можно рассматривать по-своему в рамках библейского канона. Она несет свое особое послание, конечно, свой аккорд такой вносит в общую симфонию, да, Священного Писания. Но оказалось, что этими же вопросами, этими же проблемами мучились и жители Древнего Египта. И оказалось, что тут масса всяких таких скрытых цитат и пересказов каких-то текстов египетских. Вот, оказалось, что этого так много, да, что даже в этой книге здесь только часть египетских текстов, связанных с книгой Экклезиаста, рассматривается. И вот это сравнение, оно как раз помогает понять и то, почему эта книга, она такая священная, да, чем она отличается от других текстов, которые вроде бы похожи и близки. В свое время в Советском Союзе переиздавали несколько раз книгу Крамера знаменитого «История начинается в Шумере», да, где анализировались параллели к Библии в шумерской культуре, в шумерской литературе, издавались с целью как раз дискредитировать Священное Писание. Вот. Сейчас уже как бы становится понятно, что на самом деле это нисколько не дискредитирует, это помогает с другой стороны подойти к Священному Писанию и увидеть, чем же оно священно, что же в нем такое необычное, да, что
текст Священного Писания дошел до нас, да, и сохранялся вот на протяжении там, тысячелетий, а эти тексты древних народов погибли, исчезли, и если бы не археологи, мы о них бы никогда бы и не вспомнили, и не заговорили. Да. Ну, вот эта книга здесь, значит, я анализирую книгу Экклезиаста с целым рядом текстов. Здесь каждая глава посвящена сравнительному анализу того или иного египетского текста и текста книги Экклезиаста. Ну и то, что у меня не вошло в докторскую, но тоже значит, материал был собран определенно большой, вошло в другую книгу, книга Экклезиаста и литература мудрости древней Месопотамии. Вот. Там оказалось не меньше параллелей, вот, и цитаты из эпоса о Гильгамеше даже, да, ну и масса, ну, начиная, конечно, все с шумерских пословиц и поговорок, да, эта тема вообще интересная, пословицы, культуры древних народов и современные наши пословицы. Вот, так что вот эти две книги, которые так символично вышли в 2018 году, и вот здесь в начале, значит, почему символично, потому что в начале, да, мы разместили издание Скорины «Экклезиаст», которое тоже впервые опубликовано было в 1518 году. То есть так символически посвятили эту книгу 500-летию издания книги Экклезиаста доктором Франциском Скориной. Вот. Так что наши исследования да, тоже или нашими людьми, нашими специалистами православной церкви ведутся, издаются монографии. Вот наш отец Михаил Самков тоже защитил в Москве по теории и практике современного перевода. Я надеюсь, может быть, что как-то тексты будет обработан, увидит свет в виде отдельной монографии. Вот. У нас есть надежда на то, что развитие библеистики будет. Вот. Мы стараемся какой-то вклад в это делать в академии. У нас в магистратуре есть библейская специализация, где изучаются в течение 2 лет в основном дисциплины, все связанные со Священным Писанием. Это языки древние, это библейская археология, библейская хронология, библейская экзегетика, библейская герменевтика, библейская текстология и так далее, и так далее, и так далее. Еще различные специальные курсы. Вот. Ну, мы надеемся, что все это, то семя, которое мы сеем, оно прорастет и через какое-то количество десятилетий даст свой плод. Ясно, что библейские исследования сложные и непростые. Специалистов в области этих исследований не подготовишь за год, за 2, за 3, за 5 и за 10 даже. Вот. Здесь нужно несколько десятилетий, наверное, чтобы даже сформировался такой серьезный один исследователь-специалист. Но мы так вот стараемся тоже сделать вклад в развитие нашей библеистики вот, в этом направлении. Дякую велике, отец Сергій, за ваше слово. Насамрэч вельмі важны пасыл зроблены. Фактычна, не скажу з небыцця, але з амаль што неіснавання паўстала айчынная школа біблеістыкі, і ў значнай меры Мінская духоўная семінарыя якраз працуе ў гэтым кірунку, лучыць сілы. Для нас, я просто один конкретный прыклад прывяду, якраз хацеў звярнуць увагу. Я памятаю, гэтыя кнігі ваши выданні трапілі да нас у фонды. Мы адразу ж звярнулі увагу на вам титул, на распашны титул з ілюстрацыі з кнігі «Экклезиаст» Франциска Скорыны. І якраз пра гэта узніклі думкі. Фактычна, калі мы займаліся справаю факсімільнага ўзнаўлення кніжнай спадчыны Франциска Скорыны, то найвялікшай праблемай было пры аналізе кожнага з выданняў, бо кожная кніга суправаджалася адпаведнымі каментарамі, якраз такі аналіз зарабіць з пункту гледжання біблеістыкі. Па хорошым рахунку, за апошнія пару стагоддзяў, асабліва за 20-е стагоддзе, было вельмі шмат зароблена ў галіне скарыназнаўства, выданні Скорыны прааналізаваныя з пункту гледжання мастацтвазнаўчага, літаратуразнаўчага, мовазнаўчага, гістарычнага, культуралагічнага, якога заўгодна іншага, апрача амаль што багаслоўскага ці ў больш такім дакладным разуменні біблеістычнага. Па хорошым рахунку, калі прааналізаваць той жа энцыклапедычны даведнік,
яшчэ стары, новы, дарэчы, мала ў сваім гэтым адрозніваецца, прысвечаны Францыску Скарыну і апублікаваны яшчэ напрыканцы 80-х гадоў, то там зноў жа напісана пра ўсё абсалютна, толькі не пра змест кніг, выпушчаных Францыскам Скарыны, і не пра яго каментары ў кантэксце якраз такі бібліістычных даследаванняў. А гэта, я не скажу, што гэта вытокі беларускай бібліістыкі, не, канешне. Тым не менш, гэта фактычна адна з найярчэйшых старонак у гісторыі беларускай бібліістыкі. Апублікаванне Скарынам кніг Бібліі з каментарамі. Натуральна, не ўсе яны арыгінальныя. Натуральна, яны абапіраюцца на больш раннія тэксты таго ж Іераніма і іншых аўтараў. Але по хорошему рахунку это выключна важны крок у галіне бібліістыкі, які абсалютна апынуўся па-за ўвагай айчынных даследчыкаў, і на сёння ёсць, ну не скажу адзінкавыя, але нешматлікія публікацыі ў гэтым кірунку. І тым не менш, якраз апошнія гады робяцца вельмі важныя крокі ў галіне асэнсавання Бібліі, разумення яе з пункту гледжання тэалагічнай навукі найперш. І якраз нам ёсць тут пра што сказаць. Вельмі цікавая, сапраўды, зроблена цим Сергієм яшчэ заўвага у дачыненні да аналіза зборніка «Скрижалі», які таксама адразу ж з першых нумароў выклікаў вялікую зацікаўленасць. І тут у нас у бібліятэцы, я пра гэта ўпэўнена магу сказаць, сам як пабачыў, меў вялікую цікавасць. У дачыненні да цікавасці да старога запавету. У сувязі з праблематыкай яшчэ і перакладаў Бібліі на нацыянальныя мовы, на беларускую мову ў прыватнасці, чым беларуская праваслаўная царква апошнім часам таксама вельмі шмат займаецца, вот это 25 ужо больш гадоў, то зроблена вельмі шмат, пабачыў свет пераклад Бібліі на новага запавету на беларускую мову, зроблены біблейскай камісіяй беларускай праваслаўнай царквы, якая дзейнічае пры экзархаце. І фактычна на прэзентацыі, пра што і казалася, цяпер трэба прыступаць да старога запавету. Фактычна той склад этой камісіі у поўнай меры, можа б, і не выканаў гэтую задачу, бо пераважна там спецыялісты якраз, якія працуюць з грэчаскай мовай, з новазапаветнымі тэкстамі. Якраз вот тая падрыхтоўчая праца, якая вядзецца ў Мінскай духоўнай акадэміі, вялікую карысць магла паказаць. У гэтым кантэксце і гэтым разуменні для нас таксама і важна было паразумецца і пачуць бачанне, напрыклад, калі мы рабілі выставу, прысвечаную тэме «Беларусь і Біблія», паказаць вот гэтыя пераклады святога пісання Бібліі на беларускую мову, зробленыя ў межах розных традыцый. У гэтым сэнсе вельмі прыемна, што да нас сёння далучыліся прадстаўнікі розных канфесійных груп, так, і духавенства розных канфесій. Апрача беларускай праваслаўнай царквы, якая стала ініцыятарам, у дадзеным выпадку я б хацеў прадставіць слова таксама і прадстаўнікам каталіцкага касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, Рымскай каталіцкай царквы, ксёндз Ян Крейніс, які з'яўляецца доктарам тэалогіі і старшынёй секцыі па перакладзе літургічных тэкстаў і біблейскіх дакументаў касцёла пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, з'яўляецца ўжо вельмі актыўным удзельнікам гэтага выставачнага праекта і многіх пасяджэнняў, якія ўжо тут і ў гэтай аўдыторыі у тым ліку праходзілі. Калі можна, ксёндз Ян, вам слова. Дякую за запрошение, саме принять удел в этом посяджении, круглом столе. Напомню, мы, может, больше в якости гостей саме, але тим не менш, мы удячны за гэтую магчымасць сустрэчы і пачутае ўжо вельмі прыгожа кажа пра тое, што сапраўды праваслаўная царква многа зрабіла для даследаванняў у галіне бібліістыкі. Напэўна, калі казаць пра касцёл, то гістарычна на наших землях таксама былі пэўныя нейкія асяродкі, школы, саме гэтай больш можа пры нейкіх таксама законах, ордэнах, гэта езуіты, ці таксама піяры, якія займаліся таксама адукацыяй на наших землях. 20-е стагоддзе, напэўна, была больш падобная таксама да праваслаўнай царквы, калі это было ўсё знішчана, забаронена сама ў большай ці меншай ступені, і напэўна гэта таксама паклала пэўны адбітак на далейшую гісторыю развіцця і адраджэння таксама ўсяго таго, што сёння мы маем. На жаль, трэба сказаць, што мы не маем акадэміі духоўнай, маем віртуальную, бо яна ёсць зарэгістраваная, яна таксама робяцца нейкія праектныя працы, самая ёсць таксама зямельны надзел, таксама недалёка ад бібліятэкі тут ёсць
выдзелены сама, але гэта яшчэ наразі не акадэмія ў сэнсе, дзе можна займацца навуковымі нейкімі даследаваннямі. Даць Бог, у перспектыве таксама Касцёл будзе мець такую навучальную установу, адукацыйную установу. Сёння, напэўна, даследаванні адбываюцца найбольш гэта ў рамках наших вышэйшых навучальных установаў. У Касцёле Беларусі ёсць две вышэйшыя навучальныя установы, семінарыі, гэта ў Гродні і таксама у Пінску. І ў межах таксама падрыхтоўкі будучых святароў таксама ёсць, не скажем, это кафедра, але ёсць таксама аддзел, дзе таксама адбываюцца выклады і пэўнай таксама меры адбываецца даследаванне самых гэтых розных тэкстаў Святога Пісання, які вывучаюцца, якія таксама спазнаюць студэнты. Таксама Мінскі тэалагічны каледж, тут у Мінску, дзе таксама ёсць вывучэнне старога і новага запавету, і у межах таксама гэтай навучальнай установы ёсць таксама напісанне дыпломных працаў. Сярод іх таксама ёсць і працы на тэму Бібліі, старога запавета, новага запавету, в залежнасці ад таго, чым зацікаўлены таксама іншыя таксама прадметы, але сярод іх таксама прадметы біблійнага характару. Калі казаць пра нейкія вось такія прыгожыя выданні, як скрыжалі мы нешта падобнае маем, але не ў такім разуменні, яно не зусім з'яўляецца прысвечана поўнасцю толькі тэматыцы Бібліі. Гэта таксама у семінарыях у Гродні і ў Пінску. У Гродні это студыя, у Пінску это студыя Аквінатіс, а у Гродні студыя Гродненціс Магнус, вялікія гродненскія сшытак ці там Аквінатіс, гэта ад назвы Святога Тамаша, бо семінарыя ў Пінску мае названы ў гонар Святога Тамаша. Выдаюцца нейка больш-менш такога памеру, аб'ёму такія журналы у якіх ёсць напрацоўкі ўсіх выкладчыкаў, сярод іх таксама ёсць і біблійныя даследаванні тых выкладчыкаў, якія праводзяць гэтыя лекцыі ў вышэйшых навучальных установах, духоўных нашых семінарыях. Было таксама згадана пра тое, што ў царкве зацікаўленасць Святым Пісаннем пры парафіях. У нас гэта сапраўды вельмі шырока ёсць. У многіх каталіцкіх парафіях, і не толькі ў сталіцы ёсць так званыя біблійныя колы. Вось што менавіта такія гурткі, дзе сабіраюцца людзі, якія таксама жадаюць даследаваць, пазнаваць можа. Заўсёды ёсць хтосьці, хто з'яўляецца мадэратарам, гэта пераважна будуць духоўная асоба, святар ці дыякан, які таксама, беручы гэтыя святыя тэксты, разам з людзьмі нейкім чынам разважаюць, пазнаюцца такія біблійныя колы пазнання Святога Пісання. Калі казаць пра працу секцыі, то, напэўна, мы тут больш, можа, засяроджаны на перакладах, вынікам чаго было выданне новага запавету. Цяпер таксама працы вядуцца запаветам. І, напэўна, тут трэба сказаць, што у нас у літургіі, можа, больш выкарыстоўваецца стары запавет, чым у праваслаўнай царкве, бо у нас кожнага дня чытаецца тэксты старога запавету. І гэта, напэўна, таксама было прычынай таго, што быў створаны лекцыянарый, у які ўваходзіць іншальнае чытанне на кожны дзень, які ўваходзіць таксама стары запавет, і далей ідуць працы ў гэтым напрамку. Але разам з гэтым таксама ўзнікае пэўная неабходнасць, можа, не толькі не пэўная, вялікая неабходнасць выдання Святога Пісання з каментарыем. Тут ужо гаспадар Алейчык згадаў, што і Францыск з Карына таксама пра гэта ўжо клапаціўся. Вось мы на гэтым таксама этапе цяпер супрацоўнічаем з варшаўскім універсітэтам кардынала Стэфана Вышынскага. Калі яшчэ ўзнікалі нейкія пытанні, то таксама кансультацыя для того, каб менавіта выдаючы, рыхтуючы, можа, яшчэ не выдаючы, рыхтуючы новы запавет, маючы новы запавет, рыхтуючы стары запавет, таксама клапаціцца пра каментарі да гэтых святых пісанняў. Так выглядае сітуацыя больш-менш у касцеле. Яшчэ раз спадзяемся, што калі будзе духоўная акадэмія, яка названа ў гонар святога Яна Паўла II, будзе пабудаваная, будзе дзейнічаць у разуменні так, як яна павінна, то, напэўна, таксама спрычыніцца да большага росту, і, можа, мы не дагонім, але будзем старацца таксама даганяць нашых братоў праваслаўных супрацоўнічаць. Больш дагнаць трэба. Давайте легче разом. Давайте легче разом. Мы адкрытыя, так што дзякую. Цудоўнае слово, давайте лепш разам. В прынцыпе, для таго і круглы стол гэта таксама быў задуманы, каб сабрацца разам.
Уже сегодня згадывалось имя священника Михаила Санкова, который является старшим выкладчиком Минской духовной академии, и как раз практикуючим доследчиком, так само у галине библеистики и выкладчиком этой дисциплины Минской духовной академии. То, коли можно, отец Михаил, вам слово. Так. На кнопку там широко натиснете снизу. Добрый день всем присутнім тут. Щиро дякую организаторам этого круглого стола. Ну, у меня несколько пунктов. Я хотел бы, власне, поговорить. Тут звучали слова про контекст, про асяроддзю, яким даследаванні будуть. Мне б хотелось зараз сказать крыху про саму дисципліну бібліїстику і про тыя, як мне здаецца, перспектыўныя кірункі даследаванняў, якія могуць зацікавіць як ужо сталых даследнікаў, так і тых, хто рыхтуецца да таго, каб у будучым даследаваць. Вось недзе я зрабіў сабе занатовачкі і згубіў іх. Ну добра, можа вспомню потым, што я хацеў сказаць. Но першае я хацеў бы зазначыць, што біблеістыка, я б сказаў, што гэта не дысцыпліна, а гэта хутчэй метадысцыпліна. Потому што калі мы паглядзім на тое, што называецца біблеістыка, мы бачым самыя розныя даследаванні, і яны выкарыстоўваюць абсалютна розную метадалогію, задаюць абсалютна розныя пытанні, і все, што іх аб'ядноўвае часам, гэта просто прадмет даследавання, гэта кнігі Бібліі. А кола пытанняў, якія задаюцца да гэтага прадмета, настолькі разнастайнае, што вось, ну, хутчэй выпадае казаць пра біблеістыку як метадысцыпліну, унутры якой існуе вельмі много розных такіх ніш, дзе кожны можа знайсці сябе. Это я перш за ўсё кажу, напэўна, тут прысутныя будучыя даследнікі. І знайсці сябе і напісаць нешта унікальнае, бо кожны ж хоча напісаць нешта унікальнае, заўсёды можна. Галоўнае проста навучыцца ставіць правільныя пытанні, таму што гэта аснова даследавання. І мяне заўсёды цікавіла даследаванні на мяжы розных дысцыплінаў. Таму што, ну, шчыра кажучы, даследаванні тэкстаў з выкарыстаннем класічных гісторыка-філалагічных метадаў, в прынцыпе, яны вядуцца ўжо не адно стагоддзе, я б сказаў так. Ужо назапашана вялікая колькасць такіх даследаванняў. Вы зайдзіце ў любую, нават не еўрапейскую, а вось у нашу бібліятэкі ці ў інтэрнэт, і вы увидите не то што сотні, а десяткі тысяч даследаванняў у гэтым класічным гісторыка-філалагічным кірунку. Але заўсёды дысцыпліна ці метадысцыпліна развіваецца, калі яна сутыкаецца з нечым новым і з нейкімі новымі пытаннямі. Таму вось я думаю, што вельмі важна, каб біблеісты вучыліся дзейнічаць на памежжы ўласнай біблеістыкі і іншых дысцыплінаў, як гэта адбываецца зараз у цэлым у богаслоўі. І, здаецца, назвы гэтых даследаванняў могуць быць крыху дзіўнымі такімі. Напрыклад, вось я чуў некалькі гадоў, 2 гады таму даклад на міжнароднай канферэнцыі, які называлась «Дагматыка царквы і нейранаукі». Здавалось бы, што тут можна знайсці? Насамрэч, там вельмі шмат чаго цікавага. І гэта адразу дазваляе нам зрабіць вялікі крок наперад. Таму я прапаную біблеістам насамрэч выходзіць з-за межаў традыцыйных даследаванняў і вучыцца і пераймаць метадалогіі з іншых дысцыплінаў. Ужо ў 20 стагоддзі мы ведаем, што многія даследнікі яны прыйшлі з сацыялогіі, з культуралогіі. І іхняй працы, што яны дазволілі убачыць Біблію абсалютна з іншай перспектывы, з якой не бачылі да таго на працягу некалькіх стагоддзяў. Таму што гэтыя даследаванні дазволілі адкрыць свет Бібліі, не проста Біблію, а свет Бібліі ў новай перспектыве. І тыя новыя тэксты, якія прыйшлі да нас з Егіпту, мы ведаем, яны дазваляюць па-новаму паглядзець на біблійны ўласны тэкст. Але ж Біблія гэта не проста тэкст, гэта сведчанне жывога мыслення, жывых
нейкіх пытанняў, якія ставілі жывыя людзі. Мы пра гэта не павінны ніколі не забываць, таму што часам мы даследуем тэкст проста вось як нейкі прадмет. Да? Мы павінны памятаць, што гэта сведчанне жывога дыялогу паміж з аднаго боку чалавекам і Богам, з іншага боку паміж некалькімі людзьмі або групай людзей. І вось вельмі часта біблеісты забываюць, што людзі, які пісалі гэтыя тэксты, яны жылі у сваім часе, да, у сваёй культуры, у сваёй палітычнай сітуацыі. І ўсё гэта адлюстравана ў гэтых тэкстах. У тэкстах Бібліі мы сустракаем не толькі рэлігійныя пытанні, скажем так, вечныя пытанні, і пытанні у тым ліку вось палітыкі, за якім царом нам ісці, за якім супрацоўнічаць, з фараонам, з Егіптам, з Вавілонам, з Асірыяй. І вось гэта дазваляе ўбачыць не толькі такой біблійны тэкст у абсалютным вечным вымірэнні, але ўбачыць іх як жывыя тэксты жывых людзей і вельмі непадобных на нас. Да? Яны дазваляюць убачыць унікальнасць гэтых тэкстаў. Таму я заклікаю ўсіх даследнікаў, у тым ліку і ў Беларусі, вось, правда, кожны з нас ставіць пытанне, што ж нам такое напісаць, бо паглядзіш на гэтыя спісы артыкулаў, якія штогод выходзяць у розных часопісах, боже, што я магу напісаць новае. Вот. А пачынаеш глядзець на іншыя навукі, і там столькі ўсяго, сокі пытанняў, які мы не ставілі да прадмету свайго даследавання, што можна пісаць і пісаць дзень і ноч. Вось як прыклад я хочу прывесці тую сферу, дзе я пачынаў працаваць, уласна, у біблеістыцы. Гэта была нават не біблеістыка як такая, гэта была сфера перакладаў, стварэння перакладаў, тэорый, метадалогіі, герменэўтыкі перакладаў. І там існуе вельмі многа самых розных тэорый, якія выкарыстоўваюцца як метадалагічная аснова пры стварэнні новых перакладаў Бібліі на сучаснай мовы. І вось у пэўны момант я зразумеў, што гэтыя тэорыі, па-першае, яны невядомыя біблеістам, а па-другое, яны, калі б мы з імі пазнаёміліся, яны даволілі нам задаць шмат пытанняў да нас саміх як да навукоўцаў, таму што кожны навуковец, ён павінен не проста даследаваць нейкае пытанне праблемнае, нейкае праблемнае поле, але ён час ад часу павінен пытаць, скажам, займацца метадаследаваннем, то бок ставіць пытанні да метадалогіі свайго даследавання, не толькі ставіць пытанне, што я даследую, але як я гэта раблю, крытычна пераацэнсоўваць свае метады, свае падыходы да вывучання Бібліі. І вось мне у пэўны момант я зразумеў, што тыя тэорыі, якія былі выкарыстоўваюцца ў перакладазнаўстве, тыя тэорыі, якія выкарыстоўваюцца ў лінгвістыцы сучаснай, у тэорыі камунікацыі, у тэорыі, у когнітывістыцы. Все гэта можна выкарыстаць для того, каб паставіць пытанне уласна з метадалогіі біблійных даследаванняў. А што мы даследуем? Бо вось з той, з чаго я пачаў, гэтай традыцыйныя класічныя гісторыка-філалагічныя даследаванні, яны сфарміраваліся гадоў 150-200 таму. І у той парадыгме навуковай, якая існавала тады, шмат хто, можна сказаць, не пераглядаў гэтую парадыгму. Вось гэтай новай тэорыі мовы, новыя лінгвістычныя, когнітыўныя тэорыі, я магу назваць, напрыклад, тэорыю рэлевантнасці. Я нават не буду казаць пра сутнасць яе, але гэтая тэорыя, яна прымушвае біблеістаў перагледзець свой падыход да таго, што яны даследуюць. Бо тэорыя рэлевантнасці кажа, што тэкст, ён важны не сам па сабе, а тэкст гэта менавіта сведчанне камунікацыі двух людзей, або якіх людзей, чалавека, які піша тэкст, і тых людзей, да якіх ён звяртаецца. І чым займаецца экзегетыка, напрыклад? Яна даследуе значэнне тэкста, яна даследуе сэнс тэкста. Але тэорыя рэлевантнасці паказвае, што сэнс альбо значэнне тэкста гэта не тое, што знаходзіцца ўнутры літар, унутры словаў, а значэнне гэта тое, што існуе, можна так сказаць, у полі, якое ствараецца камунікацыя паміж двумя
людзьмі альбо групай людзей. Іншымі словамі, гэтая тэорыя, якая ўзнікла першапачаткова ў сферы тэорыі камунікацыі і лінгвістыцы, яна прымушвае экзегетаў, бібліістаў пераасэнсоўваць сваю метадалогію працы, і калі мы яе пераасэнсуем, мы зможам зрабіць, зноў-такі мы зможам больш плённа працаваць і ўбачыць Біблію з нейкіх іншых перспектываў, з іншага боку, з якога мы дагэтуль яе не бачылі. А гэта азначае, што яно узбагадзіць нас як у тым ліку і вернікаў, калі мы даследуем як прадстаўнікі нейкай рэлігійнай традыцыі. Вось, ну і можна было б такіх кірункаў назваць вельмі многа, але я проста вось на гэтым адным прыкладзе хацеў паказаць, што насамрэч здавалася б, што можна даследаваць яшчэ ў бібліістыцы, і калі нам трошкі спыніцца і паглядзець у бок, што робіцца ў суседніх дысцыплінах, то мы можам насамрэч для сябе знайсці матэрыялу яшчэ не на адны скрыжалі, вось, і не на адны манаграфіі насамрэч. Бо заканчваючы, ўжо хочу сказаць, некалі, калі я яшчэ быў студэнтам, я ставіў себе пытанне, чым мне займацца як даследніку, там, ісці, займацца ў дагматыцы, эклезіялогіі, ці там яшчэ нейкай праблематыкай. І бібліістыка мяне заўсёды пужала, таму што я глядзеў на гэтыя спісы артыкулаў, кніг, думаю, ну што я там напишу, 1000 артыкулаў. А зараз я разумею, што не трэба баяцца, трэба проста паглядзець, падзякаваць тым людзям, якія да вас нешта напісалі, і ствараць новае. А дзе ствараць і дзякуючы чаму, вось я толькі што сказаў. Ісці на гэтае памежжа розных дысцыплінаў. Гэта самае перспектыўнае, што можа быць, мне здаецца, у бліжэйшыя дзесяцігоддзі. Дзякуй вам. Дзякуй вялікі. Сапраўды для нас вялікая магчымасць сёння адкрыць бясконцыя межы бібліістычных даследаванняў ёсць, і сапраўды не варта пужацца. У галіне любой, куды не прыйдзеш, ёсць ужо 1000 публікацый. Навука, ні адна навука не стаіць на месцы, развіваецца, і вельмі хораша якраз, што на мяжы навук, у кантэксце міждысцыплінарных даследаванняў, бібліістычныя даследаванні таксама адкрываюць новыя гарызонты. Калі шановная аўдыторыя дазволіць, мы б хацелі прадставіць слова шановнаму Скотту Кэрролу, доктару Скотту Кэрролу з групы даследавання рукапісаў, з которымі мы супольна рабілі працу па вывучэнні магчымасці правядзення такой выставы. Уласна, займаліся арганізацыяй выставачнага праекта пад назвай «Беларусі Біблія». Скотт Кэррол на працягу ўжо многіх дзесяцігоддзяў таксама на практыцы займаецца бібліістычнымі даследаваннямі, і на практыцы, назовем так, археалагічнай, і на практыцы навукова-даследчай, тэарэтычнай, аналітычнай. Таму упэўнены, што яго погляд трошкі звонку, збоку, можа здалёк, будзе не лішнім і для нас пачуць. Таму, калі ласка, Скотт, вам слово. Thank you very much. Спасибо. I'm sorry for my late arrival and missing, I'm sure, a number of wonderful comments. И я извиняюсь, что я опоздал, и я уверен, что была очень хорошая дискуссия. I had an unfortunate conflict in my schedule. К сожалению, произошли накладки в моем расписании. I'm honored to be able to contribute maybe to the conversation. И для меня честь внести что-то в наше обсуждение. There'd be 3 points that I would emphasize from my perspective. Будет 3 пункта, о которых я хочу рассказать с моей стороны. The first is the absolute, for Bible study, the absolute essential to know the original languages. Для изучения Библии просто невероятно важно, просто очень серьезно важно знать именно оригиналы языков. If one has a capability and time to learn the language, if one has a capability and time to learn the languages. Да, человеку нужно посвятить время для того, чтобы изучить язык. Because obviously that opens up a completely new perspective on the text. Потому что это открывает действительно новый взгляд на текст, более правильный взгляд на текст. As you encounter it in the language in which it was written. Так как вы уже сталкиваетесь с Библией именно на языке оригинала.
И это важно. The second point that I would personally emphasize Второе, на чем я хочу сделать акцент, это is the absolute essential of knowing about biblical backgrounds. это крайне важный аспект, что нужно знать исторический контекст Библии. With ongoing archaeological discoveries and discoveries of ancient texts, С использованием различных исследований, археологических исследований, знанием текста оригинала. it helps us to understand the text by understanding the context. Потому что это помогает нам понимать текст Библии, зная контекст уже. Many things are missed. The reader, the casual reader, misses the intention because they don't understand the ancient culture. Большинство обычных обывателей, которые читают Библию, они пропускают многие важные детали, и из-за того, что они знают культурно-исторический контекст, они могут пропустить именно суть текста. But these sorts of things now can be placed in the hands of a student to understand. Но подобные факты, их можно показать студентам, которые изучают Библию, чтобы они понимали. There are some wonderful resources that have recently been published on all kinds of anything imaginable relating to the Bible and its backgrounds. И в последние времена было очень много публикаций, различных исследований, которые помогают узнавать исторический и культурный контекст. Multi-volumed encyclopedias Энциклопедии в нескольких томах, that treat all sorts of subject matters that relate to the Bible and understanding the meaning of the text. И в этих энциклопедиях написаны просто большой кладезь знаний о понимании текста, о понимании культуры, понимании истории. So, the Bible student wants to properly understand the meaning of the text. Студент, который изучает Библию, он, конечно, хочет понимать истинную сущность текста. In a knowledge of the original languages and the knowledge of the cultural background. И, конечно же, знание языка оригинала, на котором написана Библия, и знание исторического и культурного контекста помогает ему в этом. The third thing that I'd mention is the availability of wonderful computer resources. И третье, что я хочу заметить, это доступность различных компьютерных ресурсов. Probably you all are familiar with Logos software. Возможно, вы все знакомы с программным обеспечением, которое называется Logos. Phenomenal software, though, with libraries of resources. Который внутри содержит в себя целые библиотеки различных ресурсов. With helps with the original languages. И с помощью с комментариями о языке оригинала. With multiple translations. С несколькими переводами. And as well with multiple commentaries. И большим количеством комментариев от различных людей. It's a phenomenal resource. Это замечательный ресурс. And puts so many things at your fingertips as a student of the Bible. И дает просто студенту, который изучает Библию, очень большое преимущество, большой пласт информации. They have different levels that you can purchase. The more involved, the more expensive it gets. И в этом программном обеспечении есть различные подписки, более глубокие и более мелкие, в зависимости от вашей глубины изучения. They're constantly adding to it. Они постоянно обновляют это программное обеспечение, добавляют новые исследования. And it even provides access to original texts of the Bible. И также там можно найти доступ к изначальному тексту Библии. So, from my perspective, I would encourage people to do these three things.
И поэтому от себя я хочу сказать, что я ободряю вас, людей делать 3 этих вещи. If at all possible, try to learn the original languages. Если это возможно, старайтесь выучить языки оригинала, на которых написана There are Библия. all kinds of free resources online that can help you do that. И есть очень много различных бесплатных ресурсов, которые помогают вам выучить эти языки. Secondly, try to learn as much as you can about the backgrounds to the Bible. Во-вторых, старайтесь узнать как можно больше исторического культурного контекста о Библии. Not understanding the backgrounds frequently leads to misinterpretation. Непонимание исторического культурного контекста очень часто ведет к неправильному толкованию Библии. I understand that people would want to read the Bible with an ecclesiastical lens perspective. Я понимаю, что люди хотят читать Библию через призму экклесиаста, его пониманием. But I would suggest also reading it with a grammatical and historical, cultural lens. Я все-таки ободряю также изучать Библию с грамматической точки зрения, с исторической, культурной. And then the final thing is to avail yourself, if at all possible, to the wonderful resources, digital resources that are available to us. И третье, это, конечно же, использовать электронные ресурсы, которые вам доступны. When Jerome was commissioned to translate the Vulgate, translate the Latin Bible. Иероним сказал, что он должен перевести Библию на латинский, Вульгату. He spent 20-some years in the process. Он потратил на это более 20 лет. Was one of the most masterful translations done in history by a single person. И это была одна из самых хороших переводов, который был сделан одним человеком. He realized the necessity to learn Hebrew and Aramaic. Он осознал, что была для него необходимость выучить арамейский и иврит. He moved to Bethlehem and lived in a cave. Он переехал в Вифлеем и жил в пещере. In order to learn Hebrew and Aramaic. Для того, чтобы выучить иврит и арамейский. Supposedly the cave was occupied by a lion who protected him. Говорят, что пещера, она была, там сидел лев, который его охранял. But the most important thing I'd point out about Jerome and his scholarship. Но самое важное, что я хочу сказать о нем, это that he brought with him to his cave. Что он принес с собой в пещеру? His library. Он привез с собой библиотеку свою. So, and would encourage all of us to do the same. Я ободряю In whatever cave we find ourselves. Всех из нас сделать это, привезти с собой библиотеку в пещеру, в которой мы сидим. Thank you. Спасибо. Дякую великий, Скотт. Для нас гонор по шчырасці працаваць з прафесіяналамі, которые прыехалі з розных краін свету ў межах гэтай выставы. У нас былі лектары, вядомыя выступоўцы з Злучаных Штатаў Амерыкі, з Великобритании, натуральна наши спецыялісты з нашага рэгіёну, которым давно уже есть что сказать, и мы счастливые, что вот такая супраца магчымая в межах гэтага выставачнага праекту. По хорошему рахунку, з аднаго боку я часам дзіўлюся і глыбокім ведам наших специалистов, коллег, которые приехали з-за мяжы и працуюць уже десятигоддзямі, напрыклад, над вывучэннем старажытных рукапісаў, іўдзейскай традыцыі ў прыватнасці і так далей, але з іншага боку і уменнем падаць гэты матэрыял, уменнем зрабіць яго даступным, лёгкім для разумення для рознай аўдыторыі. З аднаго боку, я памятаю прыход, напрыклад, студэнтаў Мінскай духоўнай акадэміі да нас, ужо вопытных, дасведчаных спецыялістаў, которые мелі магчымасць узяць у рукі, ну, напрыклад, Тору, который 300 год, раскруціць яе і разам са Скоттам глыбока падрабязна аналізаваць асобныя пазнакі на гэтым скрутку, разумець сутнасць і значэнне тых ці іншых сімвалаў на скрутку Торы. І гэта было вельмі важна. А з іншага боку, працу з тым жа рукапісам, з той жа арыгінальнай старажытнай Тораю дзетак, которым 4, 5, 6, 7, 10 год, якім таксама, як не дзіўна, гэта можа падацца цікавым.
Многае залежыць у тым ліку і ад падачы матэрыялу, і ў некаторым сэнсе мы спрабуем таму вучыцца. Мы бібліятэка, якая працуе таксама хай не ў пячоры, але і для даследчыкаў, і для школьнікаў, і для студэнтаў. Мы сапраўды радыя, калі ресурсы бібліятэкі могуць быць карысныя і цікавыя навучэнцам духоўных навучальных устаноў, спецыялістам, бібліістам, даследчыкам. Абсалютна шчыра са свайго боку скажу, мы будзем вельмі ўдзячныя, калі вы будзеце рабіць нам падказкі, якія канкрэтныя ресурсы, кнігі, базы даных ці іншыя крыніцы мы можам ці павінны нават набыць для таго, каб быць карыснымі вам. Любыя прапановы выказвайце, і мы абсалютна будзем, шчыра кажу, удзячнымі. Натуральна, бібліятэка на сёння валодае неблагімі ресурсамі і ў друкаваным выглядзе. У нас хорошая калекцыя і выданняў Бібліі, і бібліістычных даследаванняў, апублікаваных у розных краінах. Натуральна, у нас ёсць доступ да многіх баз даных сусветных вытворцаў альбо найбольш вядомых агрэгатараў тых ці іншых краін. І многае з гэтага можа быць карысным для вас. Але з іншага боку, мы вельмі добра разумеем, што многія з тэм у сувязі з, у тым ліку, гістарычным развіццём нашай краіны засталіся па-за увагаю, і мы не заўжды можам, скажем так, сабраць адпаведную калекцыю, которая задаволіла ўсім патрабаванням. Таму запрашаю тут да супрацы. У гэтай жа сувязі хацеў працягнуць сустрэчу нашага круглага стала, і пераходзячы таксама да бібліятэчнай трохі тэмы, хацеў абазначыць, наколькі важна працаваць з крыніцамі. Натуральна, калі калекцыю выданняў па бібліістыцы і выданняў Бібліі мае нацыянальная бібліятэка, публічныя бібліятэкі, тыя ж абласныя, рэспубліканскія нашы бібліятэкі ствараюць такія калекцыі. Гэта зразумела. Зразумела, калі ў гэтым кірунку працуюць духоўныя школы, духоўная акадэмія, духоўныя семінарыі, і гэта таксама абсалютна зразумела. Для мяне ў свой час было адкрыццём наяўнасць падобнай абсалютна унікальнай калекцыі у многіх прыватных зборах, і сярод нас я можа слова прадстаўлю Андрэю Паўлючыку, адзін з уладальнікаў такой, як для Беларусі, можа, унікальнай калекцыі з многіх тысяч выданняў Бібліі, выданняў па бібліістыцы, і даследчык, і практык, і калекцыянер-збіральнік выданняў Бібліі з Брэста. Калі ласка, Андрэй, скажыце слова, можа, далучыцеся до нас. Я рад приветствовать всех участников круглого стола. Уже много сказано было довольно интересного и важного. Я представитель протестантской традиции, традиционной протестантской церкви. В рамках этой нашей деноминации мы тоже много работаем со священным текстом. И в том числе в области библеистики, исследования. Это не только моя частная работа, не только вопрос собирательства. И вообще, если говорить про ту коллекцию, которую вы упомянули, обычно меня ассоциируют с коллекционером Библии. Это будет, наверное, не совсем правильно, потому что цель не собрать просто какую-то внушительную коллекцию Библии на разных языках мира, а цель именно в собирательстве самих переводов для того, чтобы их анализировать. То есть смотреть, чем одно издание, один перевод отличается от другого перевода, и на анализе этого сравнения знакомить с определенными тенденциями, которые прослеживаются в рамках переводов. То, о чем говорил отец Михаил в рамках разных переводческих теорий и так далее. Ну и также в вопросах разницы в подходе к текстологии, к текстуальному анализу источников, с которых сделан перевод. Вот если говорить про библеистику и современные библейские исследования, о чем уже много было сказано, то, как для меня, очень много уже сделано в Беларуси и делается. Мы в рамках нашей деноминации тоже хотим приложить к этому свою руку. И сейчас могу сказать, что идет работа над переводом одного из самых известных в протестантских кругах комментариев на Евангелие от Иоанна. Исследователь — это известный библеист и новозаветник Дональд Карсон. У него есть такой классический комментарий на Евангелие от Иоанна. Он переводится двумя докторами теологии. Перевод, наверное, к следующему году будет завершен, издание будет сделано. И вот, чтобы познакомить общественность с этим комментарием и вообще с корпусом Иоанна, есть желание в следующем году провести конференцию по корпусу Иоанна.
то есть познакомить с исследованиями по Евангелию от Иоанна, по посланиям Иоанна и по книге Апокалипсиса Иоанна Богослова. Для этой цели мы хотим пригласить исследователей из разных конфессий, из разных стран России, Украины и Беларуси. То есть, надеюсь, будет такая плодотворная работа. Но проблема, которую, я думаю, замечают многие исследователи, что вся работа над библеистикой – это, как правило, работа отдельных лиц, то есть тех, кто вот является фанатом своего дела, кто посвятил себя этому труду. И в основном это люди такие одиночки в чем-то, ну, они между собой, понятное дело, сотрудничают и работают. Мне видится в том, что у нас слабо получается заинтересовать людей со стороны, в частности современную молодежь, чтобы они тоже вовлеклись в эту работу и тоже начали этим заниматься. Чтобы исследований было больше, и чтобы больше люди даже не просто защищали дипломные работы по этой тематике, но чтобы текст исследовался в рамках всех вот современных исследований. И вот здесь я вижу как бы вот три таких возможных темы, в рамках которых в одной из них работаю я по мере возможности. Первое – это то, что современные переводы Нового и Ветхого Завета на белорусский язык, которые совершаются в рамках разных конфессий. Вот, церковь, есть в католической церкви своя комиссия, которая над этим работает. Мы наблюдаем с благодарностью за той работой, которая ведет православная церковь. Вот, немного есть свои труды и у протестантов, но в меньшей, так сказать, количестве. Так вот, какая есть идея, чтобы эти переводы в будущем могли больше отражать те современные исследования, которые сделаны на Западе. То есть исследований много интересного там накоплено, но, к сожалению, почти ничего, ну, будем говорить, не все еще, что можно было бы отразить в современных переводах, это отражено. Поэтому хотелось бы, чтобы в будущем мы могли больше в этом преуспевать и могли в том числе показать в переводе не только анализ текста с точки зрения там, семантики, еще чего-то, но и с точки зрения структурного анализа, то есть текст, который был написан авторами Ветхого и Нового Заветов, он имеет определенную структуру. Вот одно из современных исследований показывает, что кроме всевозможных параллелизмов, там, синонимических и других, есть та структура, которая называется хиазмом или концентрический параллелизм. И вот хиазм тоже можно частично отразить в переводе, чтобы познакомить современного читателя, что как структура текста помогает лучше понять его богословский смысл. То есть не только сам перевод, но еще и структура. Поэтому хотелось бы, чтобы в будущем в переводах это можно было отразить, чтобы обыватель, обычный читатель, читающий Священное Писание, не знакомый с этим исследованием, мог познакомиться. Вторая идея есть в том, чтобы можно было работать над созданием популярных комментариев к книгам Ветхого и Нового Заветов. Такая работа сейчас, в частности, ведется в Украине. Они уже выпустили где-то 6 комментариев, очень интересный формат. Мягкой обложки, карманного формата, то есть легко помещается в любой карман, внутренний и внешний. И комментарий, понятное дело, написан с учетом всех последних исследований, но сжато, понятно, чтобы любой человек, читатель, не имеющий специальной подготовки, мог понять, что там написано, и познакомиться таким образом с содержанием книги и понял, как ему, современному жителю там, мегаполиса или деревни, соотносить смысл этого текста с его повседневной жизнью. Ну и третий момент. Нужно каким-то образом думать. Я пока не знаю, как можно это сделать массово, чтобы все эти исследования потихонечку, по чуть-чуть популяризировать среди молодежи в обычном формате. Мне кажется, что вот то, что происходит сейчас, вот выставка «Беларусь и Библия», это один из тех форматов, одна из тех платформ, где это уже удается сделать, где мы можем популяризировать библеистику среди разных людей, как верующих, так и неверующих, тех, кто имеет какую-то подготовку, кто воцерковлен и кто не воцерковлен так хорошо. Поэтому вот те 3 пункта, в чем хотелось бы, чтобы мы могли совершенствоваться и продвигаться. Большое спасибо вам, Андрей.
такие слова звучали, вот как хиазм, как апокалипсис, все это очень, сразу же акцентирует внимание, очень важные моменты вы обозначили. Я потом у вас уточню, какое издательство издало эти комментарии, потому что... Ну, оно еще не издано, в процессе. В процессе, да, потому что, известное, видимо, вам издательство «Мирт» в свое время выпускало очень хорошие комментарии культурно-исторические вот, на Ветхий и Новый Завет. И это, конечно, будет очень интересно, я думаю, для всех. Ну вот у нас уже как бы выступили основные докладчики, которые были заявлены от различных научных институций, от конфессий. Вот я хочу сказать также, что сегодня наша аудитория представляет собой не только ученых-исследователей, но и наших студентов всех 3 ступеней образования. У нас присутствуют магистранты Института теологии БГУ, у нас присутствуют магистранты Минской духовной академии, у нас присутствуют студенты, теологи, и у нас присутствуют учащиеся старших классов гимназии номер 11 города Минска, которая находится здесь неподалеку. И вот сегодня мне очень радостно предоставить возможность выступить нашим юным участникам, 2 учащимся гимназии номер 11 А класса, Молочко Марии и Козека Анне, с сообщением на тему «Библия моей жизни». Прошу вас. Нет, спасибо. Здравствуйте, дорогие участники круглого стола и дорогие гости. Сегодня мы представляем наш доклад на тему, как уже сказали, «Библия в моей жизни». Как уже сказали, меня зовут Молочко Мария, и в данном сообщении мы расскажем, как наше знакомство наше с Библией, нашим взглядом на Библию, как можно сказать, взгляд обычного подростка, и что вообще представляет Библия для нас в нашем возрасте и нашей жизни. Далее сначала мы расскажем, что собой вообще представляет Библия, как книга и как вообще слово важно, чего я хочу сказать. Слово «Библия» в переводе с греческого языка означает «книги». Такое название я получила, потому что Библия – это целая библиотека священных книг, в общем, насчитывающая 77 изданий. Библия – священная книга всех христиан. В ней содержится божественное откровение. Бог открывает человеку свою волю, говорит с человеком, указывает правильный путь в жизни. Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет – это история богоизбранного народа, а Новый Завет – это история боговоплощения, в которой излагается жизнь и учение Господа Иисуса Христа. Библия является книгой для всех людей, на всех временах. Это самая читаемая книга в мире. Она была переведена на более 2000 языков и издавалась тиражом около 4 миллиардов книг. Мое знакомство с Библией. Мое знакомство с Библией произошло, как у многих людей, в детстве. Меня заинтересовала достаточно яркая и интересная книга с большим количеством рисунков. Это и была детская Библия. Сперва мне читали ее мои родители и объясняли главные принципы. А через какое-то время я и сама прочитала. Тогда я больше вникала и погружалась в Библию. И у меня возникло много вопросов. И я спрашивала мою маму: «Мам, это все правда?» «Да, дорогая, все это правда». Начиная с истории про запретный плод, из Библии я узнала о правилах, без которых трудно обойтись в повседневной жизни. Я сама приходила к осознанию правил и вела наглядный пример их несоблюдения у библейских героев. Я восприняла эту книгу не как сборник священных текстов христиан, а как обычное повествование, как сказку, называющуюся Библией. И тем не менее, до меня очень хорошо донесены основные принципы христианства и содержания Библии. Ее прочтение стало для меня большим шагом в моем духовном развитии. И я часто вспоминала, и сейчас вспоминаю то, что почерпнула из нее. Сейчас я нахожусь в том возрасте, когда моя личность формируется. Как мне кажется, подростковый возраст – это самое лучшее время для прочтения Библии, потому что человек становится на свой путь развития и находит свое место в жизни. Как я уже сказала, человек учится всему новому, и не всегда человек находится на нужном пути развития. Библия дает возможность думать о чем-то больше, чем повседневные проблемы материального характера. Сейчас все
чаще думают о как заработать деньги, о чем-то материальном, но они не задумываются о том, что есть настоящее счастье. В чем же наша цель в жизни? Библия дала мне знания о взаимоотношениях, о доброте и зле, о честности, о милосердии. В Библии написана мудрость совета Иисуса Христа о том, как стать счастливым, как сохранять с другими хорошие отношения, как молиться, как относиться к деньгам. Хотя эти советы были написаны около 2000 лет назад, они все так же актуальны для меня. В заключение я хочу сказать, что я очень благодарна своим родителям за то, что они ввели в мое воспитание Библию и веру. Ведь, как я уже упомянула, Библия разъясняет многие жизненные ситуации и тем самым учит нас, чтобы мы совершали обдуманные и правильные поступки. История о том, как я узнала о Библии, изложена тоже в детстве. Когда я была маленькая, я честно общалась у бабушек и дедушек, особенно летом. Моя бабушка была глубоко верующей женщиной, каждый день она меня звала и начинала много рассказывать о своей молодости, но также вести разговор про Бога. Это были ее очень занимательные истории. Также пример того, что все, что написано в Библии, это далеко не выдумка, а встречается в ежедневной жизни. Заповеди прописаны там, действуют на земле. Я придавала большого значения словам моих бабушек, однако, взрослев, я начинаю осознавать всю силу тех учений, которые они мне давали. Исходя из исповедания моих предков, мы католики, и как это принято в возрасте 10 лет, мои родители отправили меня в воскресную школу для подготовки к первому причастию. Само преподавание велось на белорусском языке, что очень помогло мне в познании национального языка нашей страны и в дальнейшем изучении его в школе. Первой моей Библией была детская Библия, подаренная Красным Костелом. Мне нравилось посещать эти занятия. Мы разбирали истории исцеления Иисусом, чудесное насыщение, игры различные подвиги, изучали молитвы. Чудеса, кажется, чем-то вымышленным в данное наше время. Но то, что было сотворено Богом, по-другому, иными словами, не назвать. При чтении Библии меня, естественно, интересовала суть каждой истории. Я рьяно обсуждала их с родителями и друзьями. Одно чудо Божие, покорившее меня на тот момент, это история Великого Насыщения, вкратце история того, как во время Великого потопа Бог накормил 1000 людей 5 хлебами и рыбой, и тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: истинно тот пророк, который должен прийти в мир. Дальше, после 2 лет обучения, была допущена первая часть, что является великим праздником в католичестве и также в моей жизни. Перед этим шла активная подготовка, каждый ученик должен осознавать, для чего он это делает, зачем, с какой целью, чтобы этот выбор был сделан, осознанно, и чтобы он понимал, к чему он приступает и с чем он готов связать свою жизнь. На каждом занятии шло яркое обсуждение, где каждый мог высказать свое мнение и позиции в член. В общем, у меня остались хорошие воспоминания учебы в воскресной школе. Там царило спокойствие, доброта и отзывчивость. Учеба, осуществлявшаяся там, заложила основу моих понятий, что же такое религия. На сегодняшний момент, становясь старше, у меня, как у всех подростков, появилось множество вопросов о существовании Бога, правдивости его пророков, нужде прочтения молитв. Я чувствовала, что мне нужен был осознанный подход к моей вере, однако точных ответов на мои вопросы я так и не нашла, как и не нашло все человечество. Все же каждый раз, посещая костел, я ощущала полноценное удовлетворение своей жизни, то спокойствие, которое мне так не хватает в обыденности. Там я не чувствовала себя одинокой, ведь именно там я понимала, что я не одна. Я в любой момент могу обратиться к Богу с любой проблемой, с любой просьбой. И сейчас, когда у меня какая-то случается тяжелая ситуация в моей жизни, то я могу обратиться в любой момент к Богу, и я чувствую эту колоссальную поддержку внутри меня. Также немного хотела поговорить про исповедание, которое помогает людям очистить свою душу и разум. Покаяние в своих грехах помогает осознать свою неправоту действий и предостеречь от совершения новых. Библия действительно оказала большое влияние на мою жизнь, веру и сознание религии. Благодаря родителям я начала свой путь изучения этой книги, которая будет сопровождать меня всю жизнь. Заповеди, написанные там, помогут мне сойти именно с правильного пути и жить, как можно так сказать, по-человечески. Библия в жизни каждого. С детства нам родители подносили различные правила и устои, и это все взято из Библии. Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивается с различными трудностями и проблемами. Однако Библия и вера поможет преодолеть каждому эти препятствия. Не лги, будь добр и милосерден, помогай и уважай. Все это нам говорили наши родители, но это все из Библии. Библия поможет изменить нашу жизнь, она помогает разобраться в самом себе.
Читая ее, мы лучше понимаем свои мысли и чувства. На пример, нам может казаться, что мы любим Бога, но на самом деле любить Его означает жить так, как учит Библия. Читая Библию, мы усваиваем духовные истины, понимаем художественную красоту религиозных текстов. Именно она вмещает в себе морально-этический опыт человечества. Все разочарованные решаются по этой книге, продолжают искать смысл своей жизни, земного существования, ответы на вечные вопросы, которые тоже когда-то и приходили мне на ум. Но сильные постулаты всегда стоят ближе к истине, чем догматические, которые носят более отвлеченный характер. Вопрос о том, что делать, как жить, в чем высший смысл и цель жизни человека, волнует и занимает. Любая религия в какой-то степени влияет на жизнь большинства приверженцев. Христианство, базирующее на библейском учении, формирует все стороны человеческой жизни, мышления, эмоций, поведения, деятельности по отношению к Богу и к окружающим людям. Нет ни одной стороны бытия человека жизни, на которую не дал бы ответа Библия. Представляя духовный мир Бога, он не просто как-то положительно влияет на человека, а формирует личность и социум. Библия раскрывает правду о Боге, указывает путь вечной жизни, объясняет вечные проблемы греха и страданий. Наше понимание Слова Божьего влияет на наши взаимоотношения с Ним, а также на все остальные сферы нашей жизни. Библия – Слово Божье. Это священная книга, в которой записаны Божьи откровения для человека, полученные в течение многих тысячелетий. Это книга – божественные указания своего рода, инструкция, руководство, с которой мы сможем грамотно существовать в сотворенном Богом мире. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Дякую, великий Марія, дякую, великий Ганна. Це справді цікавий досвід і для нас. Дякую, отець Святослав, за ідею такої презентації, такого выступлення супольного. Гэта важны вопыт, бо бібліістычныя даследаванні, яны могуць нами, конечно, успрымацца і на ўзроўні акадэмічных, вельмі глыбокіх навуковых студый, а могуць успрымацца і на ўзроўні суб'ектыўнага індывідуальнага пазнання Бібліі, разумення яе ролі ў жыцці чалавека. І гэты прыклад якраз вы цудоўна прадэманстравалі. Вам вялікі дзякуй і нізкі паклон. Я ўпэўнены, што гэты прыклад можа быць карысным і надалей. Я памятаю, мінулым годзе мы сутыкнуліся з практыкай правядзення адпаведных конкурсаў у інстытуце тэалогіі, конкурса вучнёўскіх прац і конкурса вучэбных прац навучэнцаў сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў па рознай тэматыцы. Летась это было звязана з 500-годдзем кнігадрукавання і выдання Бібліі з Карынам, але і іншыя тэмы якраз інстытутам тэалогіі былі разгледжаны ў менеджах гэтых конкурсаў. І я ўпэўнены, што ў гэтым кірунку якраз такі працягваць дзейнасць вельмі варта. Гэта вельмі прыемны, прыгожы і варты пераймання досвед. Цяпер дазвольце перайсці да вельмі важнай часткі нашай сустрэчы, анансаваць прэзентацыю зборніка 5-го міжнароднага усходнееўрапейскага сімпозіума даследчыкаў Новага Запавету «Евангельскі образ Господа Ісуса Христа в церковнай традыцыі і біблейскай навукі», які пабачыў свет якраз зусім нядаўна, ў жніўні 2018 года у выдавецтве Беларускага дзяржаўнага універсітэта як супольная ініцыятыва ў межах праграмы тэалогіі ва універсітэтах. Прэзентацыю правядуць отец Святослав Рагальскі, якога мы ўжо ведаем як модератора гэтай сустрэчы, і начальнік управлення редакцыйна-выдавецкай работы Беларускага дзяржаўнага універсітэта Наталья Николаевна Герасимович. Большое спасибо, дорогие друзья. Действительно, вот этот момент, который сейчас наступает, он очень волнительный и долгожданный. Я немножечко расскажу о событии, которое предшествовало этому, а именно о 5-м Восточноевропейском симпозиуме исследователей Нового Завета, который состоялся уже достаточно давно, в 2010 году. Он проходит раз в 3 года, и со времени последнего симпозиума, который был тут у нас в Минске, прошло достаточное количество времени, и состоялось еще 3 симпозиума, один из которых состоялся в Румынии, затем в Сербии и в Москве. И надо сказать, что такая конференция проходит очень выборочно. Она проходит там, где для этого есть соответствующая среда, в первую очередь научная среда.
И поскольку с 2005 года у нас с обществом исследователей Нового Завета Studiorum Novae Testamentis Societas, сокращенно СНТС, существует очень тесный контакт, и мы обмениваемся, наш университет, Белорусский государственный институт теологии, Духовная академия, постоянно работает с представителями этого общества. Было принято такое решение провести Восточноевропейский симпозиум исследователей Нового Завета в 2010 году в городе Минске. В том году в Минск прибыло более 50 ученых со всего мира. Это, конечно же, страны Западной и Восточной Европы, Великобритании, США. И тема, которая была посвящена этот симпозиум, это была тема образа Господа Иисуса Христа. Евангельские образы Господа Иисуса Христа, такие, какими они воспринимаются в церковной традиции и в библейской науке. Это очень важная тема, потому что зачастую, особенно в последнее время, образ исторического Христа иногда расходился с тем образом, который был представлен в церковной традиции. Но именно исследованию этой проблемы и был посвящен симпозиум. Насколько важны эти разночтения, насколько они противоречат ли они друг другу или они дополняют друг друга. Вот этой проблеме был посвящен этот симпозиум. И сразу же после этого симпозиума в издательстве Морзибек в Германии, в Тюбингене, был выпущен том на английском языке, который содержит полное собрание материалов данного симпозиума. Конечно, это было сделать намного проще, потому что рабочим языком симпозиума был английский, и, конечно, редакторы, которые работали в течение этой конференции, достаточно быстро собрали материал, и академическое издание Морзибек в Тюбингене издало этот сборник. Наша работа была немножко более сложной, потому что темы докладов основных, они представляли из себя достаточно глубокие исследования, которые отражали как восточную точку зрения на эту проблему, так и западную. И, конечно же, я думаю, что мы не будем говорить о том, насколько сложная терминология, связанная с древними языками, с еврейским, греческим, была использована в этих докладах. Все они были сделаны, некоторые на английском, некоторые на немецком. И нам пришлось предпринять долгий период перевода этих докладов. И он занял вот как раз этот период времени до сегодняшнего дня. Я очень рад, что сегодня у нас есть возможность презентовать этот сборник. И по этому поводу я также написал письмо одному из организаторов конференции, президенту Восточноевропейской комиссии исследователей Нового Завета, профессору Карлу Вильгельму Нибуру, который является профессором университета в Йене, Федеративной Республики Германия. И по поводу сегодняшнего нашего события он направил свое обращение, свое письмо. Вот оно у вас распечатано на столе лежит. И я хотел бы начать нашу презентацию с оглашения вот этого обращения профессора Карла Вильгельма Нибура, президента Восточноевропейской комиссии. Дорогие участники, для меня стало большой радостью узнать, что научные доклады 5-го Восточноевропейского симпозиума исследователей Нового Завета, состоявшегося в Минске в сентябре 2010 года, были опубликованы на русском языке в издательстве Белорусского государственного университета. От имени Восточноевропейской комиссии Общества исследователей Нового Завета, СНТС, я сердечно поздравляю вас с этим событием, которое является видимым шагом в развитии библейской науки в Беларуси. Восточноевропейская комиссия высоко ценит ваши труды по переводу и изданию этого сборника в научной среде, которая показывает высокий уровень и международные контакты в среде библейских исследований. Мы до сих пор помним, на каком высоком уровне был организован данный конгресс в 2010 году в городе Минске, и какое впечатление о научном уровне исследований это произвело на всех нас. Я с радостью поделюсь этой новостью об издании русскоязычного сборника с членами комиссии СНТС со всего мира
на встрече, которая пройдет в Марбурге в июле 2019 года. Мы желаем вам и вашим коллегам успехов в дальнейшем развитии библейской науки в Беларуси и с радостью смотрим на дальнейшее сотрудничество. С наилучшими пожеланиями профессор доктор Карл Вильгельм Нибур, президент Восточноевропейской комиссии Международного общества исследователей Нового Завета. С самого начала одним из требований, таких предложений Общества исследователей Нового Завета, поскольку оно завязано на европейские и американские университеты, было то, чтобы издание данного сборника прошло не в каком-то частном издательстве. Очень важно было, чтобы издание осуществилось в научном издательстве. Ну а флагманом такого научного университетского издания у нас, конечно же, является издательство Белорусского государственного университета. Я очень рад, что сегодня с нами на этом круглом столе и презентации присутствует начальник управления редакторской и издательской работы Белорусского государственного университета Наталья Николаевна Герасимович. Я с радостью попрошу ее взять слово, потому что благодаря трудам ее управления этот сборник на самом деле увидел свет. Я всех приветствую. Вот, по поручению руководства я себя лично рада всех видеть. И книгу я сегодня тоже первый раз вижу. Для меня она вышла вот в таком, последний раз я ее видела, формате. Это новый опыт для нас. Издательство БГУ, вот как сказали уже, занимаются в основном подготовкой учебной, научной литературы, и в основном это все для учебного процесса БГУ. Хотя, оговорюсь, не только БГУ. В последнее время мы все учебные издания для того, чтобы выпустить в свет, мы для них обязательно проходим такую экспертизу, как Министерство образования. То есть они присваивают нам гриф для какой-то специальности, либо учебно-методическое объединение по какому-то направлению, своему направлению. То есть наши издания, они востребованы не только в БГУ, но и в других вузах, структурах, где читается тот предмет, по которому получен гриф, который мы подготовили. Что касается этой книги, для нас это новый опыт. Конечно же, мы сразу испугались, потом собрались, разработали быстренько макет. Все это благодаря сотрудничеству с Институтом теологии. Сразу видно, что книга, которая вышла с материалами на английском языке, она, конечно, немножко отличается. Нам надо было на основе этой книги, понятно, что за рубежом немножко другие традиции в книгоиздании, немного и другие возможности, в том числе и финансовые, поэтому на основе книги англоязычной мы подготовили макет и вошли сюда не все доклады, а основные. Еще интересно это издание тем, что оно открывает серию. У нас в университете заложено много серий. Это такие, как «Память и слава», классическое университетское издание, кафедра социологии всегда выпускают какие-то свои наработки, пособия, издания, и научные в том числе. В этом году, в 2018, у нас открыты две серии. Одна из них «Креативное образование», а вторая – это «Теология в университетах». Насколько я знаю, уже готово и второе издание, которое можно подготовить, выпустить в этой серии. Это у нас вышло научное издание, а следующее – это учебное издание. Что еще хочется сказать? Приятно было сотрудничать с Институтом теологии. Интересно. Мы тоже в процессе подготовки, скажем так, узнали новое, окунулись в какую-то другую сферу, очень интересную.
И испуг, который был в начале, вот вылился в такую прекрасную книгу. Ну что, надеюсь я все-таки на дальнейшее сотрудничество. Думаю, что это не последняя серия совместная. Ну и всем добра, здоровья. Большое спасибо, Наталья Николаевна. Действительно, этот наш первый опыт, он, я надеюсь, очень успешный. И да, вторая книга уже действительно готова, в рукописи, да. Я думаю, что она будет востребована, потому что это будет учебное издание, которое подготовлено профессором Белорусского государственного университета, который долгое время работал с нашими студентами, с теологами, в частности, учил меня. И, наконец-таки, вот возникла эта замечательная идея у нее создать учебник латинского языка для духовных учебных и богословских заведений. Вот в рукописи он уже существует, и я думаю, что он будет весьма востребован нашей аудитории. Ну, а сейчас, да, в рамках серии «Теологии в университетах», ну, а сейчас, наверное, вот этот самый торжественный момент, который я хотел бы представить, вот этот сборник материалов 5-го Восточноевропейского симпозиума «Евангельские образы Господа Иисуса Христа в церковной традиции и библейской науке», который был издан в издательстве БГУ. Пожалуйста, сердечно прошу вас принять, Наталья Николаевна, да, потому что я обещал вам раньше показать, но так получилось, что только сейчас. Вот, поэтому очень рад вам презентовать. Ну и также для участников нашего круглого стола тоже имеются экземпляры этого издания. Вот. Я сердечно благодарю всех, кто принял сегодня участие в этом круглом столе, в этой презентации. Обращаю внимание на то, что если будут готовы какие-то монографии, то мы тоже будем всегда рады их опубликовать в этой серии. Серия эта существовала уже. Она начинала свое бытие в 2000-х годах, но, к сожалению, вот, вынуждена была прерваться. Сейчас мы ее возрождаем в новом формате. Вот, Христианский образовательный центр вместе с Институтом теологии, Духовной академией будет стараться поддерживать вот эту традицию, которая является очень хорошим показателем связи и взаимодополнения академической науки и исследований. Вот, когда мы говорим о диалоге науки и религии, вот такие издания, на мой взгляд, являются лучшей иллюстрацией того, как мы вместе гармонично сосуществуем. Благодарю всех за участие. Для наших студентов и учащихся гимназии, я думаю, будет сейчас возможность ознакомиться с экспозицией библейского музея, то есть выставки «Беларусь и Библия». Я думаю, что эту возможность надо не упустить. Шановні колеги, я долучуся до слова отца Святослава. Щира вам удячнасць за магчымасць прыняць удзел у гэтым пасяджэнні. Упэўнены, што яно мела больш практычны і прагматычны аспект. Мы скіравалі сваю працу. Трэба нават не паспяваю думкі агучваць, яны ўжо матэрыялізуюцца. Трэба па хорошаму рахунку спадзявацца на тое, што выстава, якая цяпер завяршаецца, гэта апошні тыдзень працы міжнароднай выставы «Беларусь і Біблія», будзе мець свой працяг. Гэта не першая ініцыятыва нацыянальнай бібліятэкі у гэтым кірунку, хаця выстава атрымалася ў некаторым сэнсе інаватарскай і для нас у тым ліку. Мы ўпэўнены на працяг гэтай супрацы. Яшчэ навуковая праграма не завяршаецца. Сёння у нас адбудзецца чарговая лекцыя ў межах комплексу навукова-асветніцкіх мерапрыемстваў на выставе. Гэта будзе лекцыя доктара сакральнай тэалогіі Ірыны Дубянецкай на шырока вельмі ярка заяўленую тэму «Шлях Беларусі да Бібліі» і «Шлях Бібліі да Беларусі». Тым не менш, гэта тэматыка развівае і праблематыку гэтага круглага стала. Услед за тым у нас пройдзе міжнародны кангрэс у чацвер і пятніцу, які збірае бібліятэкараў найперш з усіх рэгіёнаў Беларусі, з усіх бібліятэк, навучальных, навуковых, іншых устаноў, з рэспубліканскіх, абласных, сельскіх бібліятэк.
таксама прадстаўнікоў розных ведомств, Міністэрства інфармацыі, Міністэрства культуры, Міністэрства замежных спраў і гэтак далей. І мы будзем увесь час сустракацца і абмяркоўваць у тым ліку і пытанні працы з кнігай кніг, працы з моладдзю, працы з дзецьмі. Многія з праектаў, рэалізаваных на выставе, ўжо сёння маюць працяг. А каб выстава засталася ў памяці, мы падрыхтавалі каталог, выданне прысвечанае, якое раскрывае зборы гэтай выставы, нават трошкі большым аб'ёме выставы «Беларусь и Библия». Отец Святослав, в вашей особе, дозвольте, я этот каталог вам презентую. Я его видел уже у своих коллег и, так сказать, смотрел на него, как говорится, не сытым оком. Бачите, мы догадались. Да, большое спасибо. Очень, конечно, это замечательный каталог. Замечательная, выдающаяся работа вами проведена. Я помню открытие выставки, я помню вашу вдохновенную экскурсию, которой я вот до сих пор вот живу, и всех тоже вот приглашаю обязательно посетить эту уникальную выставку. Дзякуй вялікі, шановныя калегі. Я ўпэўнены, гэта выданне знойдзе ўсіх сваіх адрасатаў. У всех, хто сапраўды жадае трапіць на выставу, хто яшчэ тым больш такой магчымасці не меў, запрашаем зараз пасля завяршэння круглага стола сабрацца. Мы будзем шчаслівыя, радыя вас бачыць у якасці гасцей на выставе, і некалькі слоў, можа, цікавых пакажам, раскажам. Можа, яшчэ што-небудзь больш зможам там пабачыць, чым звычайныя экскурсанты, наведвальнікі музея кнігі. Говорится, лучше один раз увидеть. Это правда, абсолютно. Такога, можа, я не ведаю, ці будзе у нас яшчэ такая магчымасць у Беларусі. Гэтыя рэчы, гэтыя аб'екты, гэтыя помнікі сусветнай значнасці бачыць. Гэта сапраўды цудоўная магчымасць. Дзякуй. Спасибо большое.